Так, друзья, доброе утро. Я сегодня еду на Красную Поляну. Сегодня у нас 3 ноября. Погодка такая не сильно приятная. В общем, солнышка нету. Вот даже дождичек крапает. Но вот уже сегодня запланировал. Поеду, ребят, мне здесь недалеко. Каких там полчаса или 40 минут показывает вот навигатор. Вот, в общем, тут там 40 километров. Так что, друзья, прокачусь, посмотрю, покажу вам, как там постановка. Итак, друзья, что хочу сказать о Красной Поляне. Поехал туда утром. Вначале меня сразу остановила полиция, проверили на оружие, багажник, осмотрели полностью. Передо мной вообще, интересно, остановили Rolls-Royce кабриолет. Я вообще ни разу не видел кабриолет в Rolls-Royce, но видно такой статус у Красной Поляны, что туда такие машины ездят. Хотя, как я понял уже позже, здесь очень много дорогих крутых машин сдают в аренду. И это, говорит, очень популярно, потому что, конечно, там никто там себе Rolls-Royce может покупать не будет. А вот в аренду ее взять там на денечка два покататься можно. Вот такие вот нюансы есть. До Красной Поляны очень хорошая дорога, трасса. Едешь, конечно, ребят, уже прям мне очень впечатлило то, что один в один, ребят, почти едешь как по Австрии, по Италии, вот так вот по горным дорогам, по Альпам, вот так. Вообще, конечно, я не ожидал, что в России есть такие места горные, именно красивые. Конечно, сделали отличные дороги. Едешь буквально вообще, как будто ты даже не думаешь, что ты вообще в России находишься. У меня ощущение было, что я еду где-то там, что вот где-то за границей, где-то в Европе. Места, поэтому, конечно, просто шикарные. Садок, Роза Хутор, конечно, мне очень напомнили Европу, потому что, как и в Европе, то же самое, там паркануться было негде, парковки только платные, по-моему, в Садке вообще там парковка 250 рублей в час стоит. Вот, поднялся чуть выше немножко, буквально 2 километра, там парковка была уже по 100 рублей, ребят. Вот, там можно, кстати, нормальные экономичные машины поставить, и на автобусе там за каких-то, не знаю, 50-60 рублей, по-моему, билет стоит доехать и погулять в Садке. Вот. Конечно, есть машины и в Роза Хуторе можно где-то поставить, и в Садке там в месте, где есть, ну там очень с краешку, но я, к сожалению, за один день, когда был, не нашел все это дело. Вот. Так, конечно, мне очень впечатлил Садок, это прям, конечно, Европа, кажется, Швейцария. Вообще не ожидал, конечно, что так вот у нас в России такие места построят. Ну и, соответственно, все, конечно, дорого. Все дорого. Вот. Проблема там у меня была единственный момент только то, что перекусить было сложновато, потому что QR-кода не было, там не пускали, только с собой. Вот, в итоге там Макдональдс нашли, тоже опять паркануться кое-как. Место, конечно, крутое, Красная Поляна, но в плане каких-то вот этих вот нюансов, таких вот достаточно, ну, может быть, конечно, первый раз так, может, там второй раз поедешь, уже будешь кое-что знать. Но я второй раз, конечно, не поехал, и, в принципе, нет смысла, вот, потому что место туристическое. Я думаю, зимой туда не прорваться, будет гораздо дороже, чем и в Швейцарии, то есть не в Швейцарии, но я думаю, Швейцария дорогая тоже, горнолыжный курорт, а именно дороже Андорры будут, Австрия, все эти горнолыжные курорты, поэтому туда, конечно, ехать, ну, пока для меня, наверное, нет смысла. Вот такие, ребят, впечатления у меня вызвало, конечно, очень крутое место, классное, но и, соответственно, дорогое. Все, что у вас очень крутое, все стоит очень дорого достаточно. Вот, ребят, такое путешествие вышло по Красной Поляне. И сейчас вы, ребят, посмотрите, как все это было вживую, и посмотрите на Садок, Роза Хутор и на Красную Поляну.
Так, друзья, такая вот атмосфера здесь вечером. Смотрите, все подсвечено, просто сказочно. Просто даже как, наверное, не знаю, не в России находишься, а где-то за границей. Отлично все сделано, подобрано вообще. Конечно, едешь, прям просто попал в сказку.